А пока поговорим о безработных. По данным Минтруда, в целом по стране их количество впервые перевалило за миллион. У Коми наравне с Кировской областью и Ингушетией в общем рейтинге самая низкая безработица. Официально в поиске 7572 человека. Количество вакансий Центра занятости не дотягивает до этой цифры ровно 203 позиции. Работодатели в основном ищут медсестер, водителей и страховых агентов. Больше платят на вахте, но тут либо специалистов таких нет, либо желания. Истинную статистику замыливают и те, кто по каким-то причинам на учет не встает. О спросе и предложениях. Евгений Ракин. Ситуация на рынке труда сегодня близка к напряженной. Общероссийский тренд января – безработица продолжает расти. Впрочем, суровая статистика не более чем сухие цифры. Найти работу даже в наше нелегкое время вполне реально, было бы желание. Когда говорят, что нет работы, трудно найти работу, это не совсем правда. Было бы желание. То есть работодатели очень много предлагают разносторонние и разные работы. То есть всегда можно найти и по образованию, и по желанию, и даже по состоянию здоровья. То есть где-то можно, допустим, не на полный рабочий день. От транспорта и связи до службы по контракту. На ярмарках вакансий всегда богатый выбор. Острый кадровый голод по-прежнему испытывает отрасль здравоохранения, особенно в сельской глубинке. Наше учреждение нуждается во врачебных кадрах, то есть таких как врачи-терапевты, педиатры. У нас в район очень нехватка этих врачей. Также нам нужны фельдшера на ФАПы, фельдшерско-акушерские пункты, акушерочки, медсестры. В сельском хозяйстве требуются ветеринары, механизаторы и агрономы. Молодых специалистов, особенно в сельских районах, готовы поддерживать материально. Для окончивших рабочие специальности сюда относятся газосварщик, электрик, механизатор, тракторист. Выплачивается единовременная финансовая поддержка 300 тысяч. Для специалистов сюда относятся агроном, зоотехник, даже бухгалтер. Выплачивается 500 тысяч единовременная выплата. Без дела точно не останутся водители, электрики, повары и пекари. В общем, те, чьи услуги всегда востребованы. Гораздо сложнее сегодня найти работу в госструктурах. В строительной, добывающей и дорожной отраслях отмечен также резкий спад. В Сыктывкаре сейчас вакансий практически нет. Мы отправляем их на вахту. Москва, Московская область. То есть люди готовы даже ехать на 20-25 тысяч рублей. Предоставляется жилье, пропитание. Менее доходные вакансии соискателей пока не интересуют. Даже оставшись без работы, люди не теряют надежды найти местечко потеплее. Выжидая подходящий момент, соискатели все больше осаждают центры занятости. Сбавить темпы роста безработицы и балансировать ситуацию на рынке труда позволяет активное участие республики в федеральных программах. Это так называемое опережающее профессиональное обучение, то есть когда человек уже знает, что на его предприятии могут быть оптимизационные процессы, то есть его высвободят, он может получить заранее востребованную профессию, которая может его позволить устроиться на другом рабочем месте. И это временная занятость, то есть возможность человека поработать от 2 до 6 месяцев на временных работах, связанных с работами реконструкционными, ремонтными, и получить заработную плату не ниже прожиточного минимума. Причем вот эту часть, прожиточный минимум, 11 525 рублей, ему гарантируется за счет выплаты из федерального бюджета. Крупные и средние предприятия, в свою очередь, стремятся сохранить кадровый потенциал. Режим неполного рабочего времени – мера непопулярная, но вынужденная. Чтобы выправить ситуацию на рынке труда, требуются инвестиции в экономику. Спасательный круг для любого региона сегодня – это крупный инфраструктурный проект. Прогнозы экспертов на первое полугодие 2016-го в этом смысле неутешительные. Конкуренция усилится, а значит, умение и желание работать в сфере трудоустройства станет определяющим фактором.